Ирина, пожалуйста. Добрый день, уважаемые якутяне. Я, Карипанова Нина Валерьевна, кандидат в народные депутаты по университетскому округу. Опережая своих оппонентов, хочу поздравить всех учеников, студентов, их родителей и, конечно же, моих коллег, учителей с началом нового учебного года. Но несмотря на то, что 1 сентября является добрым, светлым, поистине праздником для всех нас, сегодня он, к сожалению, носит траурный характер в связи с тем, что 33 года назад мы похоронили нашу систему образования, а в этом году забили последний гвоздь в крышку гроба. Для многих учителей стало потрясением совсем еще недавнее событие. Это обновленный кодификатор ЕГЭ, где скинули с корабля современности Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Фанвизина и слово о полку Игореве. Куда же делась основа нашей культуры? Еще с начала 90-х годов рыночные реформы с их культом денежной составляющей жизненного успеха существенно подорвали престиж образования, в связи с чем сегодня мы редкий раз можем услышать от молодого начинающего жить человека желание быть космонавтом, врачом, учителем, инженером. Авторитетом молодежи сегодня являются блогеры, деятельность которых не всегда носит благоприятный характер. В то время учитель из-за низкой заработной платы просто вынужден брать работу сверхурочно, уходить в репетиторство. Труд учителя сегодня постоянно поддается критике, из-за чего многие покидают профессию. Тем самым образование все больше становится привилегией богатых. Также перегруженность учебных программ, большие классы, плохая оснащенность школы или вовсе их отсутствие в некоторых районах Якутии – все это существенно снижает качество образования. В нашей программе Якутского республиканского отделения Коммунистической партии «Сильная Якутия, сильная Россия» теме образования уделено особое внимание как основной сфере, обеспечивающей качество жизни. КПРФ выступает за то, чтобы школы были в каждом населенном пункте, за повышение престижа школьного учителя, за бесплатное и качественное образование. Голосуйте за КПРФ номер 4 в избирательном бюллетене. Спасибо, Нина Валерьевна.